Основу русской классической литературы заложили Ломоносов, Фанвизин, Карамзин и другие известные исторические личности. А если перейти к литературе 19 столетия, то золотой век непременно выдаст нам гения Пушкина, его литературных соратников Грибоедова, Лермонтова и многих других великих писателей, благодаря которым русская литература вышла на мировой уровень, рассказывает Лолита Чесыгова, победитель в номинации «Душа и русское слово» на Международной студенческой олимпиаде среди сотен участников из разных уголков страны. В Олимпиаде принимали участие ребята из различных регионов и городов нашей страны. Были ребята, допустим, из Сургута, из Балтики, из Казахстана. Вообще их много было, ну и мы в том числе тоже. Я получила первое место в конкурсе риторов за красноречие, получила второе место в конкурсе исполнения литературного произведения и грамоты за эссе. Написание эссе на предложенную тему, иначе говоря, сочинение небольшого объема, написанного в свободной авторской манере, не исключающее жесткую конкуренцию. Впрочем, как и в других двух. Это исполнение художественного произведения и выступление на тему «Душа и русское слово». Именно в последней номинации Амина Гулиева сумела завоевать призовое место. Там она в первый раз прочитала свое стихотворение. Девушка, признается, стихотворение пишет давно, но услышать мало кому удавалось. Заняла призовое место в конкурсе «Душа и русское слово». Это конкурс красноречия. Там я прочитала стихотворение, которое написала сама от впечатлений, от посещения музея, в котором мы были. И, по-моему, им это понравилось, и мне они все же решили дать мне третье место. Мне больше всего составили конкуренцию ребята из Евразийского университета. Если честно, то это было немного... Даже сказать, сколько не конкуренция, а сколько дружеская вражда, можно сказать. Мы не хотели друг другу там утопить, или как там бывает обычно. Мы друг другу помогали в основном. Несколько своих стихотворных строк Амина Гулиева озвучила и для зрителей национального телевидения. Мой милый друг, я потерял в печали бремя, и теперь я лишь в томлении живу. Скажи мне, как из снов и провидений открыть тайну, скрытую свою. Мой милый друг, мне Рок велел попытки счастья бросить и уйти, но лишь одно меня от бремени спасало. Я утопал в глазах ее любви. По словам девушек, помимо работы над собой, для достижения успеха важна еще поддержка близких людей и наставников. Далиева Ася Хусейновна, она все время поддерживала нас, наставляла, подбадривала, а это чувствовалось. И не было какой-то напряженности в обстановке там, нашей поездки, то есть все было абсолютно дружелюбно, мы чувствовали себя достаточно раскованно. И все это как-то вкупе повлияло на нас, и мы сумели выстоять этот, ну скажем, литературный фронт. Помимо всего прочего, в конкурсе эссе ингушские студентки были отмечены грамотами за самостоятельное и творческое мышление. А Лолита Чесыгова получила диплом второй степени в номинации «Исполнение произведения». Завоевать культурное признание в области изучения русской литературы и вносить в это ингушский оттенок они планируют и дальше. Диана Дударова, Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24.